Сегодня у нас урок алгебры. И открыли рабочие тетради, записали сегодняшнее число. 29 апреля. Записали тему урока «Умножение и деление алгебраических дробей». Умножение и деление алгебраических дробей. Прежде чем мы начнем урок, мы с вами проверим домашнюю работу. Домой задавала какой номер? 672. 672. Проверяем домашнюю работу. Проверяем 672, второй пункт. У Аиды какой ответ получился? Получился 1. 672 у всех какой ответ получился? Да. У всех? Да. Хорошо, справились. Тимур Садыков, у тебя в четвертом пункте какой ответ получился? 4m минус 6n, деленное на mna. МНА. Какой результат? Да. Хорошо. И давайте Нурила, у вас в шестом пункте какой ответ получился? Плюс а, деленное на c, умножить на c минус d. Какой результат? Асет? Нет, не такой результат. У Асель какой результат? 2 умножить на c плюс d, деленное на c. Какой результат? Нурила, нашла ошибку себя? Хорошо. Ну, в основном мы справились с домашней работой. А теперь мы перейдем к продолжению изучения этой темы. Цель обучения, ребята, выполнять умножение и деление, возведение в степень алгебраических дробей. И я эпиграфом к нашему уроку подобрала слова римского философа, мыслителя Цицерона. Прочитайте, пожалуйста, Кирилл, эпиграф. Недостаточно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею. Что вы можете сказать, как можно эти слова связать с темой нашего урока? Марьям. Недостаточно знать правила, нужно знать, как Ими пользоваться. ими пользоваться. О каких правилах может идти речь сегодня, ребята? Форма сокращенного. Формула сокращенного умножения. Но формула сокращенного умножения это не правила, это формулы, которые мы будем применять. О каких правилах может идти речь? Умножение и деление дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Давайте сформулируем, ребята, правила умножения алгебраических дробей. Кто готов? Давайте, Аружан. Чтобы умножить две дроби алгебраические, что нужно сделать? Сначала умножить числитель, потом знаменатель и Как понять? Числитель, знаменатель. Значит, ты числитель первой дроби умножаешь. на числитель второй дроби, знаменатель первый на второй. Хорошо. Для этого достаточно, ребята? Хорошо. Какое правило деления двух алгебраических дробей? Камила, Чтобы разделить ну можете встать. две дроби, нужно одну дробь умножить на обратную делителю дроби. То есть нужно умножить на дробь обратную делителю. Хорошо, ребята. Значит, сегодня мы с вами цель обучения выполнять умножение и деление, возведение в степень алгебраических дробей. Но мы с вами будем работать только с умножением и делением алгебраических дробей. Значит, сегодня мы должны что с вами сделать? Научиться умножать и делить алгебраические дроби. Хорошо, мы с вами умеем, мы эти навыки должны еще раз закрепить. Хорошо. И первый этап нашей работы – найдите ошибку. Пожалуйста, в тетради выполните работу индивидуально. И кто первый найдет ошибку, поднимет руку. Всем видно, кому-то раздать листочки? У кого плохое зрение? Теперь мы работаем, в тетради пишем. В руках у тебя ручка, мы пишем. Так. Если вам не будет видно.
Так, кто нашел ошибку? Я нашел. Так, Чингис нашел. Давайте еще подождем. Еще. Кто подключится? Так, Асия нашла. Санжар нашел. Хорошо. Третий ряд. Дильназ и Тимирлан нашли. Хорошо. Давайте так. Самый первый у нас нашел Чингис. Чингис, вы можете показать, выйти к доске, показать, где у нас была ошибка и исправить? Ну, мы здесь, короче, правильно. Так, прописывай, показывайте, что здесь неправильно. Что неправильно, что нужно зачеркнуть. Перевернуть x минус y и сократить Так. x минус y. Так, вот этот ответ правильный? Нет, Зачеркивайте. Это ластиком. пластик. Вот так. Так. И пишите равно и продолжайте. Что должно быть? Хорошо. Ребята, принимается такой ответ? Можно. Да. Да. Как это значит, как можно продолжить, как можно написать? Подойди-ка, Амар. Принимается такой ответ. Допиши равно. Как это можно дописать? 5 y в квадрате. И записать y минус x. Хорошо. Это у вас пятерка, да? Это пятерка. Хорошо, садитесь. Ребята, вы согласны? Да. Теперь переходим. У нас получился вот такой ответ. Давайте сформулируем дескрипторы. Какие дескрипторы мы должны подчиняться, чтобы правильно выполнить задание? Пожалуйста, кто это предложит? Какие дескрипторы мы можем разработать? Чингис. Сокращение. Сокращение дробей. Но с чего мы начнем? Ты не сразу же сокращал. А с чего мы начинаем? Вам нужно разложить на множитель. Размножить на множители числители знаменателей. Потом мы что после этого сделали? После этого что мы сделали? Применили правило умножения дробей. И после этого мы что сделали? По мере необходимости сократить. Значит, какие у нас дескрипторы? Первое, что мы должны сделать? Числитель знаменатель. Второе. Применить правило умножения. И третье. Сократить. Так, хорошо. Следующее. Второе задание. Какая здесь ошибка? Выполняем тетради. Так, кто справился? Так, уже 6-7 человек. Еще подождем. Так, Каролина справилась. Хорошо, вижу. Сабина, у тебя, наверное, уже справила, да? Все хорошо, вижу. Так, хорошо, какая ошибка? Пожалуйста, Аружан.
Можно найти к доске и исправить ошибку. Возьми. Откуда начинается ошибка, прям ее зачеркиваешь и записываешь. Неправильная форма. Так, ну давай зачеркивай, если неправильно формулу, значит мы полностью зачеркиваем. Значит, и ответ тоже зачеркиваем тогда, да? Пишем равно и пишите, как правильно должно быть. Какая формула вначале применяется? Разность кубов, хорошо. Сделай так, чтобы вторая дробь тоже поместилась в одну строчку. Угу. Так. Хорошо, пишу, молодцы, ребята. Так, и здесь у нас множество 15. Хорошо, ставьте знак равно. Ага, и что мы должны еще сделать? Угу. Что вы сейчас делаете? Сокращаете. Еще что можно сократить? 2 и 3. Получается какой результат? 3 умножено на что? На неполный квадрат суммы, да? Ага. Керим уже делает третье задание, потому что у него есть. Угу. Хорошо. Ребята, у вас какой результат получился? Да. Садитесь, спасибо, Аружан. И давайте посмотрим, какие дескрипторы мы должны с вами сформулировать. Что мы должны, какие мы дескрипторы сформулируем, чтобы выполнить такое задание безошибочно? Первое, что мы должны сделать? Разложить на множители числители знаменателей. Дальше. Применить правило деления дробей. И дальше сократить дроби. Хорошо, ребята. И давайте сверим мой ответ. Какой ответ? Хорошо. И следующее, третье задание выполняем. Ирина уже выполнила, да, третье задание? У меня неправильно, да? Ага. Хорошо. Третье задание выполняем. Хорошо, ребята, вы справились? Да. Так, кто увидел ошибку? У кого не так, как вот здесь написано? У кого не так?
Давайте все-таки я вот посмотрела, как Аида работала, Аида в доске. Покажите, какая у меня ошибка была. Вы просто можете там здесь у меня исправлять ошибки на доске. Не просто все зачеркнуть, а вот откуда началась ошибка, вот, вы можете ее исправить, эту ошибку. То есть ошибка началась отсюда, так как при раскрытии этой формулы тут и меняется знак на минус. Так. И еще что меняется? И да, сейчас. Помимо знака, что еще меняется? Вот коэффициент, да? Отсюда пошла ошибка. Хорошо. Теперь на данный момент, ставьте строчку, на данный момент есть еще ошибка? Ребята, посмотрите. Теперь что можно сделать с этим заданием? Можно сократить. Что? Так. Так, еще что можно сократить? Еще можно сократить. Нет, один. Ну, если мы Давай, а говорите, плюс говорите. 2b умножим на а плюс 2b, мы получим формулу. Ага. Какая формула это будет? Сейчас. Ребята, кто подскажет, какая это формула будет? Квадрат суммы двух выражений будет И это мы можем сократить с этим. с этим выражением, да? И тогда у нас получается, мой ответ может зачеркнуть. Тогда какой ответ должен правильный быть? А2 минус. Не А2 говорим, а в квадрате. А в квадрате минус 2аб плюс 4b в квадрате. Молодец. Это что за выражение, ребята? А в квадрате минус 2b плюс 4b в квадрате. Как называется такое выражение? Неполный квадрат равности. Хорошо, ребята, спасибо. Сейчас мы переходим к следующему этапу работы. Контекстная задача. Для того, чтобы... Давайте я вам расскажу контекстные задачи. Вы ознакомьтесь с контекстом, который я вам раздаю. Это парная работа, ребята. Вы вместе с соседом по парте читаете задачу, изучаете и выполняете задание. Так, читаем текст. Ознакомились с текстом, ребята. Прочитайте, пожалуйста. Даю вам 2 минуты. Первую страницу текста почитайте. Прочитали? Так, теперь смотрите, здесь в тексте у вас встречается многоточие, да? Многоточие и звездочки, контекст номер 1, 2 звездочки, контекст номер 2 и 2 звездочки, контекст номер 3. То есть у вас не раскрыта информация, правильно? Там не хватает каких-то данных. Теперь переверните, пожалуйста, страницу, листочек, и вы видите, что у вас там для каждого ряда свои задания. Первый ряд. Прочитайте, пожалуйста, Каролина, что вы должны сделать? Первый ряд, контекст почитайте. Читайте. Вы Узнаете код открытия чуть нового громче. здания. Вы узнаете код открытия нового здания Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана в городе Актау, если выполните действие и найдете значение выражения. Хорошо. Второй ряд. Аслай, прочитайте, пожалуйста, что вы должны сделать? Вы узнаете количество на культурное объединение в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана в городе Актау. Если вы выполните действие и найдете значение выражения. Хорошо. И третий ряд. Тимирлан, попрошу вас, прочитайте задание. Вы узнаете площадь, занимаемую кабинетами этнокультурных объединений в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана в городе Актау, если выполните действие и найдете выражение. Хорошо, ребята. Значит, первый ряд выполняет контекст номер 1, второй ряд выполняет контекст номер 2, третий ряд выполняет контекст номер 3. И дальше полученный результат мы впишем в контекст. Работаем.
выполните задание, обменяйтесь тетрадями с соседом по партии и сверьтесь со своими результатами. Выполните задание, сверяемся с соседом по партии. Так, Аслай Алмат уже готовы, да? Проверили. Угу. Так, ну, Марина, подождешь. Так, тоже можете обменяться тетрадью, проверить. Так, Марина Чингис обменяется тетрадью. Готовы? Какой же опять цвет? Хорошо, молодцы. Так, хорошо, еще работаем. Так, вы готовы? Вы поменялись тетрадями? Все сверились нормально? Хорошо, второй ряд готов. Мирла и Алтай, вы сверились? Хорошо. Камила и Тимур, вы как? И сейчас Тимирлан работает еще. Теперь Тимирлан и Амина проверяют. Совпали результат. Молодцы, ребята. Тогда, если у вас совпали пары, значит, мы уже, в принципе, доверяем, да? Первый ряд у вас какой ответ? Вы можете вслух сказать. 2017. 2017. Второй ряд у вас какой ответ получился? 20. И третий ряд? 20. Теперь переворачиваем страницу, листочек и контекст вписываем свой результат. Ручкой вписали свой результат. Так, первый, да, контекст номер 1 пишем 2017. Да, контекст номер 1 2017. Контекст номер 2 20. И контекст номер 3 тоже 20. Все записали? А теперь давайте, Асель, прочитайте, пожалуйста, первый абзац этого текста, начиная с названия контекста. Дом дружбы в 34-м крае. Одной из великих ценностей нашей страны является то, что на земле Казахстана проживают представители самых разных национальностей. Ярким примером того является Мангистауская область. На дружбе народов в 2017 году состоялось открытие нового здания Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана. То есть, ребята, здание Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана в каком году в городе Актау открылось? В 2017 году. Второй абзац. Ну давайте, Аружан, вы прочитайте. Дом дружбы построен в классическом стиле и композиционно состоит из 3 блоков с присущими ему классическими элементами, такими как колонны, ряд, купол, атриум, арочные окна и проемы, широкие лестничные спуски. В здании Дома дружбы оборудованы кабинеты для этнокультурных объединений, экспозиционный и выставочный зал, концертный зал, зал для встреч на высоком уровне, пресс-центр, кинотеатр, музей Ассамблеи народа Казахстана. Этот дом объединил в себя 20 этнокультурных объединений, и его главное отличие – это многофункциональность. Хорошо, ребята. Сколько у нас этнокультурных объединений собрано в этом здании? 20 этнокультурных объединений. И третий ряд. Давайте, Тимур, вы прочитайте дальше. В августе 2018 Нет. Кабинет этнокультурных. Кабинет этнокультурных объединений расположен на 2-м этаже и занимает 20% от всей площади этажа. А площадь 2-го этажа составляет 2114 метров в квадрате.
2114 квадратных метров. 2114 квадратных метров. 20% от этого. 10%, ребята, сколько это будет? 10%. 201,4. А 20%? 422,8. То есть 422,8 квадратных метров. Это столько, какую площадь занимают кабинеты этих культурных объединений. И я прочитаю дальше, ребята. В августе 2018 года в здании Ассамблеи народа Казахстана прошел 5-й Каспийский саммит, где собирались главы 5 государств – Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. На саммите обсуждались вопросы сотрудничества на Каспийском море и региональной международной тематики. 12 августа 2018 года президенты подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Ребята, а почему именно эти главы, именно этих 5 государств? Потому что они граничат с На эти государства, 5 государств граничат Каспийским морем. Почему я эту контекстную задачу привела вам пример? Чтобы мы больше узнали о Ассамблее Дружбы. Чтобы мы больше узнали о здании Ассамблеи Дружбы Народа. Еще что? Потому что скоро 1 мая. Скоро будет 1 мая. Через сколько дней, ребята, 1 мая? Через 1 день, да? И, ребята, на самом деле, послезавтра наша республика празднует праздник 1 мая. Казахстан халқының бірлігі күні, День единства народа Казахстана. На самом деле в нашем Актау проживает больше народностей, более 20, но только 20 народностей, они открыли свои кабинеты. Мы на ярмарке, который у нас скоро будет, какую народность представляем? Осетию. Хорошо, ребята. И вот я вас поздравляю с предстоящим праздником. И вот на 1 мая будем с вами, ребята, отдыхать. А 1 мая, ребята, в каком году мы начали праздновать этот праздник? С какого года? Кто знает? Этот праздник ввели в 1995 году указом президента, но впервые начали праздновать в 1996 году. Все понятно? На сколько лет уже празднуем мы? Почти 30. Почти 30, а точнее мы математики 28 лет мы празднуем этот праздник. Все понятно? Хорошо. А сейчас работаем, ребята, с учебником, открыли учебник и выполняем номер 673. 673, как обычно, нечетные пункты. 673, нечетные пункты. Первое задание пойдет. Вы хотите? Ну, пожалуйста. 673. 673, первый пункт. А третий пункт пойдем на ответная нам Марьяна. 673, третий пункт. Хорошо. А мы работаем в тетради. Тимиран, что-то вы там делаете, вы можете проговаривать вслух. Сначала я разлаживаю ножницы. Разлагаешь на множители. Теперь Затем я использую правило умножения. правило умножения, хорошо. Теперь что? Затем сокращаю. Сокращаем. И результат записывается, да?
Тимирлана. Ребята, у вас такой же ответ, как у Тимирлана? Да. Хорошо. Марьян, что вы делали, какие вы действия выполняли? Можете раскрыть и рассказать? Я разложила на множители p в квадрате минус q в квадрате. Получилось p минус q умножить на p плюс q в скобках. Дальше что вы делали? Я применила правило умножения. Хорошо. И после этого сократила. После этого вы сократили дробь, да? И у тебя получился результат. 2 умножить на p минус q деленное на q. Хорошо, молодец. Ребята, такой же результат у вас? Да. Давайте, Асель, вас вызовем, вы у доски выполните 5-й пункт. Чуть. Все ведь успеваете в тетради? Так, 5-й пункт выполняем. Хорошо. 12 уже все пункты выполнила? Вы тоже, да, все выполнили? Все. Хорошо, молодцы. Так, Асель, проговаривайте вслух, что вы сейчас будете делать, да? Сейчас мы будем разлагать на множители. Так, разлагать на множители, пожалуйста. 3 за скобку. Так. И сразу длинная дробь, да, пойдет? Разложила. Подожди, х квадрат минус y квадрат у тебя. Ты разложила на множители разных квадратов? Так. Хорошо. Дальше. Сразу применяешь правило деления, да? Так. X за скобку, x плюс a. Так. Умножить на 6 за скобку, x минус y. Так. Теперь что будете делать? Сейчас сокращаем. Так. X минус y. 6 и 3. Так. После x плюс a. Так. И что у нас осталось? Записывать результат. Плюс y на 2x. Ребята, у вас такой же результат? Да. Молодцы. А сейчас, ребята, переходим к индивидуальной работе. У себя в тетради каждый выполняет самостоятельно у себя в тетради. Индивидуальная работа работает в тетради. Так, на работу дается вам 8 минут. Каждое задание оценивается 2 балла, ребята. Самостоятельно выполняйте каждое свое задание. Я засекаю время 8 минут.
Ребята, вот для каждого ответа прописывайте код, букву. Все понятно? Ребята, время вышло, мы остановились, выполнили работу, отложили ручки. Все записали коды правильных ответов, так ведь? И сейчас мы проверим, приготовили свои карточки, проверим нашу работу. Так. Читаем. Вы следите за доской, кого я не увидела. Всех увидела? Кирилл Денисова. Кирилл. Кирилл. Все. Так. И 22 человека ответили Б. Показать правильный ответ. Так. Все понятно. Так, Аружан и Амина, вы ошиблись. По основным 20 учеников, 20 учеников. Молодцы, ребята. Приготовили следующее задание. Камила, кого не делает? Тимур? Все? Да. Хорошо. Показать ответ. Так, и у нас неправильно Аида, Дильназ, Куралай, Нурила, Санжар, Тимур Садыков, Аружан Садикали, Марьям Ашибек, Тимирлан и Тимур Денисов. Вы не справились с заданием. 14 человек правильно ответили. Следующее задание проверяем. Так, всех просканировала? Чингис. Так, хорошо. Показать ответ. Здесь не справились Аружана и Батыр, Камила, Марьяма Шебек и Марьям Избасар. Вот вам нужно поработать, 4 вы не справились. Так, следующее задание. 4-е задание, да, сканирую. Кирилл, так, всех увидела? 12 Денисов. Так, все? Да. Теперь показать ответ. Каролина, Куралай и Нулева. Остальные справились с делением. Значит, Нулева, Камила, Каролина, нужно с делением разобраться. Где у вас ошибка была? И последнее задание проверяем. Приготовили последнюю карточку. Так. Всех просканировали? Так. Тимирлан, Аружан и Тимур. Показать ответ. Здесь Сабина и Чингис не справились. Сабина выбрала ответ Б, Чингис выбрал ответ Д. А 22 человека, как и первое задание, 22 человека. Ребята, в принципе, мы неплохо справились. А теперь давайте посмотрим отчет. И вот у нас вот такой отчет. У нас Аида получила 8 баллов, Алмат 10. Давайте почитаю, у кого 10 баллов. Алмат, Алтынай, Асель, Аслай, Кирим, Марлен, Тимирлан и Тимисов. Вы получили по 10 баллов, остальные 8 и 6 баллов. Соответственно, по этому отчету. Все понятно, ребята?
Ребята, теперь на этом я сейчас скоро уже урок завершается. И давайте проведем рефлексию урока. Что изображено у меня на доске? Дробь. Давайте начнем со знаменателя. Что у нас в знаменателе дроби? Денисов Тимур. Что знаю хорошо. Так, встаньте, пожалуйста, что вы знаете хорошо по этой теме? Как умножать дробь? Как умножать дроби? Что еще вы знаете хорошо? Как делить дробь? Как делить дроби? Хорошо. Что вы знаете хорошо, Тимирлан? Я хорошо знаю формулу сокращенного умножения. И эти формулы сокращенного умножения нужны для того, чтобы разлагать числители и знаменатели. Хорошо. Что у нас написано в числителе, Марьян? Над чем нам еще поработать? Встаньте, пожалуйста. Вот у вас вы сколько процентов получили только что? 60. Вот над чем вам нужно поработать еще? Над плюсами и минусами. Вот вы запутались над плюсами и минусами. У кого еще 60% было только что? Аружан, встаньте, пожалуйста. Над чем вам нужно еще поработать? Над формулой. Формула сокращенного. Значит, вы где-то запутались, значит, вы неправильно применили формулу. Ребята, чтобы выполнять эти действия умножения и деления алфавитных дробей, мы должны все-таки что хорошо знать? Первое. Для чего они формулы нужны? Чтобы Чтобы правильно разлагать. И самое главное, что еще мы должны знать? Правила. Давайте сформулируем правила умножения двух дробей. Кто мне сформулирует правила умножения двух алгебраических дробей? Пожалуйста. Перед множим две дроби нужно числитель первой дроби умножить на числитель второй дроби. И умножить знаменатель первой дроби на знаменатель второй дроби. Согласны, ребята? Да. Чтобы разделить одну дробь на другую, что мы должны сделать? Кто мне сформулирует правила? Пожалуйста, Сабина. Чтобы умножить, Разделить. чтобы разделить одну дробь на вторую, нужно первую дробь умножить на дробь обратно делителя. Обратно делителя. Хорошо, ребята, на этом я урок завершаю. Домашнее задание номер 673, 674, четные пункты. Номер 673, 674, четные пункты. Запишите домашнее задание. На этом урок закончен, вы свободны.